По итогу вышло, что я первый профессиональный боксер вышел. Даже мы об этом и не мечтали. В Англии, Британии мне это предложения были. Вольную борьбу, давай, тусоха надо девять, а какие будет? После меня вон сколько тоже профессиональных боксеров стало. Это тоже большой вклад он сделал в развитие спорта республики. Считаешь ли ты себя панчером? Удардах Полоха, но в любом случае у тебя есть шанс. Первая Россия была сразу как бы это. Ты был в сборной России? Да, я был в сборной России, да. Ты должен умереть прямо в зале. Книги читать, знания получать, да. Не информация, а знаниями утрировать надо. У меня высшее образование есть. Сейчас второе получаю. Профбокса эксеху надо, басты раунта. На съемной квартире пинофолгу твердо. В однокомнатной квартире. Все через это проходят, все бойцы через это проходят. Не я первый, не я последний. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня у нас в гостях первый профессиональный боксер из Якутии, мастер спорта международного класса Петр Васильев. Петр, приветствую. Всех приветствую. Как дела у тебя? Да, все отлично. Спасибо, что пришел, ты первый боксер у нас на подкасте. Благодарю. И это очень приятно, что такой человек пришел к нам в гости. Расскажи, откуда ты, где родился, где учился? В городе Якутске родился и вырос, но родители бюгелерим, нюрбалар, бәмнемен нюрбовни. Он тахсачин, да? Тахсама, краджан, уверенно. Как и когда ты пришел в бокс? 12 лет кальбитим. Так, до этого разным видом спорта занимался. Первый бой в 6 лет это по кикбоксингу. С кикбокса начинал? Да. Потом с 10 до 12 лет вольной борьбой занимался. Ничего себе. И потом с 12 уже прям серьезно начал боксом заниматься. Кик сколько ты ходил? Я не ходил, у меня отец заслуженный мастер спорта по кику, и поэтому хочешь выступить, Дэвид? Давай выступлю, Дэвид. Понравилось? Понравилось. 2 боя выиграл, здесь в городе Якутске. Ничего себе. А потом в вольную борьбу как ты пришел? Вольную борьбу, давай, тусоха надо, Дэвид, а какие будет? Давай, Дэвид. Хаджанкира Марбитом, Стручков Василий Ивановичка, Абайбаска. И вольная борьба мне координация берді и характер до конца врага. Бокса того кальбекины тустуну брала? Ағам кикбоксерде, заслуженный мастер спорта, ауттан ордорық мне. Она крауттан амбициялах поэтому. Олимпиада, ауттан ордорық мне. Она наратаритым, мне это не китогил ордук полуқтақпын. Мотивация мной как краута. У тебя отец двухкратный чемпион мира. Да. Он тебя привел в бокс? Или... Да, конечно. Оттывар барба. И по сей день. Он тебя тренирует, да? Да. Твой отец являлся ли он для тебя кумиром? Конечно. Ты равнялся на него? Да. Потому что я краутан көрер булам, типа. Ағам хадах джоннур көрелдерін, хайыларын, мен онны астана хайыр булам. Мен менник болақтақпын. Как тебе были эти первые тренировки бокса? Тебе сразу понравилось? Больше, чем вольная борьба понравилась? Или... Ты мне сразу серьезно джерты на кирмар битым. Ты крауттан амбиции, все дела. Олимпиада, мечта вот это. Рокки Бальбоа, Карагара. Классный фильм. Мотивация. А какие были первые результаты в боксе? Первый день. Это по юношам первенство России, как бы там. Там Дальний Восток, первенство России, но Европа, там первенство Европы. Того? По финансам там. Сами оплачивать должны? Да, из-за этого. Это же по юношам, а питал. Это же по детям. Главное по мужикам сейчас результат показывать по 9. А вот результаты в боксе сразу ли приходить они начали по юношам? Первая Россия была сразу, как бы это 46 килограмм, 44, да, типа такого веса. Круто. Это ты в дюше занимался, да? Да, в дюша 1 начинал. У Михаила Георгиевича занимался. Валя? Да, Валя, по детству. Потом студенческий, как началось, школу закончил, и уже по студентам, с 18 лет я уже поехал в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. На предложения были по юниорам, Караджан Каральдар был. Давай, Петя, за нас, выступай, Хабаровский край. Он на министерстве
Комсомольский на Амуре, там кузница именно международников. Он Оскола уже мастер бентолор бутыл. Мастер спорта? Да, уже в 11 классе я уже мастером спорта был. Красавчик. И уже, она вартохата. Сейчас каждый второй мастер спорта. Я хочу чем-то выделиться. На сколько лет я потратил. Я выбрал этот путь уже до конца барбитом. Либо международник бентолором, либо хохтен. А то международник толов букны. Так, это был 14 или 15 год. Россия в призах был. По мужикам он на Короткова кайбытым. Он там Таиланда Кубок Короля юспол бутым. Он на Испания киспол бутым. Международный турнир. И из-за этого мне присвоили. А дальше любительская карьера началась. Карьера была по детям, да, именно с 18 лет уже по мужикам было. И оттуда. Дальний Восток какие результаты у меня? Ты неоднократно 7 раз, да, выиграл? Да, 7 раз я Дальний Восток выигрывал. С 13 по 19 год. Угу. 2 раза в призах был на мужикам на России, да. А чего не хватило забрать золото России? Там своя политика. Там просто, честно, это толкач надо, это меха. За меня там, кто будет разговаривать, киёхата. Он на своем энтузиазме. Легионер дыгр там где-то за Комсомольского, на Ирхан это. На ходах кельбитаха над кем-то аргадею. Это желанием бет это. Хасыловая тратика на кана. И ты участвовал, как ты говорил, на зарубежных турнирах. Международных те. Да, как ты там оказывался? В Испании, например. В сборную России, Кира. И оттуда уже выезжаешь. Ты был в сборной России? Да, я был в сборной России, да. Ничего себе. Была ли мечта прям попасть в Олимпиаду тогда, когда был в сборной? Конечно, была. Он, как в этой каше варишься, уже и син братин куран. Понятное дело, там. За тебя должны люди стоять за спиной. Серьезное влияние. А он Ирхан. Это Алам бар было. В 2020 году ты первым из якутских боксеров перешел в профессионалы. В связи с чем было принято это решение? В 2019 году я последнюю Россию на чемпионате России подбоксировал, там в четвертьфинале уступил. Сборную не попал, можно сказать. Я не считаю, что бой проигранный. В Ютубе все есть, там все видно. И тренера посадили там за мошенничество, и что мне оставалось делать? Я вещи собрал, дай жену в машину и поехали в Якутск. А твоего тренера? Да, у кого я тренировался, там в зале был. Там Комсомольский на Амуре. А в Комсомольске быт, как тебе там было? 7 лет я там прожил. С Якутска сразу в Комсомольск? Да, меня звали по юниорам, когда еще боксировал, они меня звали. У тебя зарплата будет, будешь ездить по сборам. Амбиции, если есть, международника сделаем туда-сюда это. Давай, конечно, летаем, потому что Осколана Битерамбара надо же учебу закончить мне, высшее образование получить, такая мотивация. Бардан мне, условия хорошие там, Джертанар это хамин, по сборам ездишь, И зарплату платят, да? И зарплату платят, да. Зарплата нормальная была? Да, Роснефть еще тебя устраивает. Ты учился, правильно? Да. Еще там учился? Да, у меня высшее образование есть, физическая культура, да. Круто. Сейчас второе получаю. Магистратура, да? Не магистратура, а юриспруденция. А, юридическая? Да, с УФУ учусь. Круто. Снова студент. Продолжим про переход в профессиональную карьеру. Вы уехали обратно в Якутск и дальше? И в Якутск приехал, и с отцом разговариваю, сижу, помню этот день. Столько лет потратил, думаю, надо в истории остаться, давай профессионалом, гаста ходили там. Мечтала, ты круто.
Рокки Бальбоа мотивационная. Она барбупыт. Все возможные входы-выходы бар. Тем когда Олгана ковид это все. 2020 Да, ковид, все закрыто. Визу не дают. Вот это Турция это вариант. Она барбупыт. По итогу вышло, что я первый профессиональный боксер ушел. Даже мы об этом и не мечтали, и не думали даже, что там первый, не первый. Сразу только одна цель — это профессионалом стать. У каждого любителя вот сидит это, именно по профи выступить. Вы уезжаете в Турцию и получаете там контракт, или как это происходило? Первый тестовый бой это. Я поехал, показал себя, впечатления появились, и они мне сразу второй бой предложили. Я остался там на месяц халал бутым, на сборы курдук. Стамбулга, потом Гаутана, потом на Балтра, потом полтора месяца в общем вышло. Икис бой дурбар. На Джарктана, потом на Стамбул, Корея. Гаутан. Икис бой дом день. Антон второй бой прошел, а мне Джанарга Харахка брал там. Они мне предложили еще третий бой, и пошло-поехало. И контракты именно на бои, получал я. Не промоутерской компании, которые тебя ведут, а именно контракт на бой. Ага. А это турецкие, да? Да, турецкие, да. И когда ты вот жил в Турции, ну, можно сказать, жил, проходил сборы, кто тебя там тренировал, и как ты понимал язык? Вот это вот вообще... Ходан Джардин. Это английский дубль. Да, свободно костюм. Еще у меня проблем с этим не было. Но бәм Ходан Джардин это. Ол трикта, еще ол трикта тура. Джапров боксен Антон Хаглаутын билбитим хаддах Джарктан алдырын, хайылырын. Опытрын яғанын. Он турактар это или тоже иностранцы? Омуктар балдар. Оны турактар едем болбада. Мексиканистар балдар, оны кәлелдер ме. Боестар, хочу зарабатывать декалелдер ба. Бойцы до мозга костей улах. Это бойдулар, профессиональный бокс, он мир бойцовский, он бараларың кіта хуа туран. И там поднабрал сильно? Да, очень конечно, сильно, да. Именно по 12 раундов зарубы дикие. И вот как тебе было после любительской карьеры? Там же 3 раунда? Да, 3 раунда, 3 по 3 это. 3 по 3, и потом переход в 12 раундов профи, где тоже по 3 минуты. Нет, 12 я не делал, я 10 делал. 10, да? Максимально, да. 12 это титульные бои. Я 10 делал максимально. Ну вот как тебе это было? Здесь именно вообще бокс, да, вот профессиональный бокс, тохпа, это они с одной семьи, но у них разные отцы дилер. Профбокса ксехоху надо, басты раунда. Любитель за 3 раунда ты должен максимально выложиться, балай. Это профторга именно такой доху на удары багара, на биры удар багара. Там не попрыгаешь. Какие-то раунды отдать, да? Да, там своя специфика, и сигирки даханалах. Ну, я старался изначально все бои зрелищные, кыдырых надо, шоу кыдырых надо, да. Потому что чем зрелищнее бои ты проводишь, тем люди начинают тебя, менеджеры, узнавать и звать на следующие ивенты Волантахар. Давай к нам, потому что был боец там зрелищный, карьера баратерна. В Турции у тебя было 3 боя, 3 победы. Еще у тебя был бой в Албании, если не ошибаюсь, в Тиране, да? И почему не занесли его в рекорд? Ну, работа менеджера, работа вот этой организации, кто вот этот вечер организовывал. Это вопросы к ним, конечно. В Албании тоже я 3 месяца прожил я там. Ты там готовился? Да, я там готовился. Ага. Это после Турции? После Турции, да, они меня позвали. Давай к нам на сборы 9 раунда.
Еще и Олаттар Баларта. Они сейчас на Дазан боксируют, вот эти парни, Мгм. с кем я стоял в парах. Ну, Дазан это телевизионная большая компания. Ну, это же мировой бокс Слышал, уже. слышал, мгм. Мировой бокс Олаттар. И в Британии они сейчас, албанцы, хорошо себя показывают профи. Ну. И каково было с ними стоять? Ну, Тяжело. Тяжело. Я самый легкий был, что. Потому что самый легкий там 63,5 было, но он весил, конечно, 78. Ну, по профессионалам все гоняют так. Да. Ну, тяжело было, а потом со своим весом выходишь и не чувствуешь. Потом уже спокойно, да? Тут его надо. Ті моменти. А сам ты сколько гоняешь? Сам я от 15 галивен, Аю. но от 15 галивен то розслабон бардахвана. А так десятку на сухую нраву. А весогонка тебе легко дается? Ну, вот десятка, например. Нет, я у бойцов, это весосгонка, не каждому бойцу эта весосгонка легко дается. Там надо в первую очередь себя побороть. Он тонал на весосгонка. Он с опытом кирет рорба. Мгм. Какие именно способы восстановления. Ну, гонять надо вот по профессионалам, потому что там, космонавты хорошие парни, по 15 килограмм они гоняют. Конечно, у них преимущество будет. Ну, Ты планируешь подниматься в весе? нет, у меня нормально всё. Пока ты Да, например. я еще и маленький в этом весе, можно сказать, 61. Есть еще и больше. Мгм. Ну, с каждым лагерем ты набираешь именно мышечно. Что для тебя было бы важнее? Олимпийское золото или чемпион мира по профессионалам? Например, в WBC там или... Да, WBA? чемпион мира был, да, по профессионалам. Тогда ты можешь уверенно сказать, что не жалеешь о переходе. Нет, вообще не жалею. Далее 5 побед в России. Мгм. И первые бои проходили в Москве, первые 3 боя. Мгм. И как нашел эти бои? Вот, или как предложили? Кто предложил? Вообще, вот изначально Евгений Николаевич это Убай Курдук, старший брат, куратор это мне. Давай газголдерга кисянда девита. Конечно, кисем было где-то, Чашанска. Орбитым, Алтараундах это, Алкадербитым, Литовальцев тянуло кайбитым. У него 6-1 был тогда. Мгм. И хорошо показал себя. Вот он, давай на следующий бой ивент в Энербитера. Уже с Маликовым это. У которого на тот момент у него 16 побед, 5 поражений. Много боев было. Да. Опыта, холота. Мгм. Такие хаяс там. Мне зрелище кадыры. Энербитера эти Олкен не там был поскача Энербитера. Кальдевитер. Был по сжимнен залга. А, это зал, Да, где в ты Москве. тренируешься в Да, Москве. где я тренируюсь. Ты представляешь этот зал? Да. Расскажи об этом подробнее. Это не представляю было, да, вот там как база была, где. Мгм. Как я туда попал, где вот с Маликовым поехал, вот Евгений Николаевич сказал, давай с Маликовым, бой. Ну, конечно, где там всеми зубами, руками сзади там мне на гаста там, где Москва с Бордана. Но эти залга, например, Каскуна Джоннер Каляльдар Баестер. Типа, я буду умирать, возьми меня, тренироваться. Да. Неделя проходит, неделя, 2, там, а где он? Да, вот он сломался. Нагрузка на тулыбатор, Это естественный отбор, потому что пропиаренный зал, он Каскуна Каляльдар Баестер, именно профессионалы, которые всю жизнь отдали этому виду спорта. И вот сбор прошел, и он смотрел первое время. Вроде бы я на лагерь пришел, Диана, по-старому думаю. Мгм. Вроде бы я на лагерь пришел, и за подготовку оплатили там все дела. А почему он со мной не работает? Неделю смотрит, потом вторую там Это что-то главный подойдет. тренер? Да. Мгм. Присматривается. А оказывается, Тоха и Сейн Бартын коррелирует. Мгм. Ну, как ты одеваешься, манера, подача, бокс именно.
Это профессиональный бокс, он их полдает. Именно медийная составляющая, браты, у них так, все в совокупности. Булхтах, Джанрык Тада Хабстерги, как на камеру говоришь, тоже. Вот это браты влияет дырун туда. Оно Маликов, ты еще бадыки сидим? Ну, давай, Петруха, девита, к нам, девита. Добро пожаловать в семью, девита. Она меня джакускага была мне. Ну, конечно, с радостью. Москва обработал. Ну так и пошло-поехало. Одно за другим. В этом зале я видел, главный тренер тренировал и Андрея Орловского, и Владимира Минеева, ну таких, Батухасикова, Алиба Гаутина, ну таких ММАшников, именитых. А боксеры там тоже профессионалы? Да, Георгий Челахсаев. Там много-много кого он тренирует. Ничего себе. И с ними же и в парах зарубаешься. Турандия, Улатрыкта. И там самый большой опыт тебе это дало? Да. Рост. Рост. Именно потому что Андрюгальбах Баестр. Хаскунай Калятурлар. Он давай. Он спарринг наган обязательно. Понедельник, среда, пятница. Это вот в 11 утра спарринги. Угу. Там зарубы дикие. А жили вы в тот момент в Москве или? Маликов боем кенне хаявта. Добро пожаловать в семью кенне. 9 кенне. В Москву с семьей полетел. Угу. На съемной квартира Аларбупт. Возле зала? Не возле зала. А, ну, 40 минут. 40 минут на метро пешком, в общем, совокупности. Это нормально для Москвы считается. А тренировки сколько раз в день? Тренировки 2 раза в день. 2 раза. В 11 и в 6. И ты туда, обратно, туда. Да, обратно. и каждый день. Так. Это получается, ну как работа, толска такая, ну киевом бирга калерите. Киевом бирга калерите. А, ты оставался там, да, в обед, ну, да, между тренировками? потому что смысла нет ехать. Угу. Там же кушаешь, отдыхаешь. Ну, он профессиональный боец, он. Ну, я думаю, много же таких. Он именно работал с тобой, главный тренер? Да, а то Харар брал лутом. Потому что эти зал, например, он Инргальбах тренер Дрбалдер. Он чая бары изначально мотивация день бубаска жарктан день. Ну хорошо, да, тренируйся, он аламай тунгатайр, короче, тренер только. Он кинезал гаражерку такого. Но у него тренироваться это уже другое дело. Это только для избранных тех. Харар брал, давай, девять. Четко. Но на Инстаграм, короче, вот терхадала, потом он мечтает держать. Тренировки, кстати, в этом зале, они платные или бесплатные? Да, они платные там для других. Угу. Ну, кто у него тренируется, нет. Ну вот, когда тебя пригласили в семью, да, тогда да, уже да, все да, бесплатно. Да, круто, да. круто. Самые большие гонорары были вот до этого момента в Турции, в Албании или в России? В России. В России. На порядок? На порядок. Это начало, Валдай. Угу. Ты никому неизвестный, рекорд не набитый. Потом уже с каждым разом, с каждым рекордом у тебя имя растет, но, соответственно, и ценник растет. Далее у тебя был бой в родных трибунах в Якутске, наконец-то, и в главном бою вечера, в Триумфе, против опытного африканского бойца, Натаниэль Кокола, если не ошибаюсь. Да, Намибия. Угу. И я этот бой видел, ты его, ну, в моих глазах ты его уверенно выиграл. Были и комментарии тут, что засудили. Что ты думаешь об этих комментариях? Да, для всех хорошим не будешь по их птит. Диванные войска всегда будут и были. Ну, для людей, кто разбирается в боксе, они сразу, понятно было, что ты спокойно забрал этот бой. Ну и соперник, там, матчмейкеры, да, вот этого, промоутерская Русь, это она. Матчмейкеры Федерации бокса, там, они главные бои, ну, в ходах легкие бои берехтари. А этот Натаниэль Кокола, он 3 титульных боя было за титул чемпиона мира. WBO,
IBF и WBC. Ничего себе. С Ником Беллом он дрался, там с украинцем одним. И не помню, как забыл, IBF чемпион мира это. Ничего себе. Это, ну, большое достижение было. Конечно. Ну, за титул 12 раундов, айсюда. Ну, эго мулаган хаос курдук это, олган, давай, мандакаля. Ахаригар, акклиматизация, туда-сюда. О, ну, болота. Еще было это. С Ник Белдин, блин, сейчас нанитый иной один, да? Японец, который... Японец, да, хотят сейчас который бой за сильный очень японец. За абсолютов сейчас хотят боксировать. А он с Беллом будет боксировать? Да. А, ничего себе. Иное тоже страшный парень. Да, мировые звезды были. Как тебе было боксировать при родных трибунах? Какое было ощущение? Первый раз он только стараясь не думать по того буду. То там интервью лалры хаявду. То ну когда стараясь не думать, то тахаргар, конечно, глалар. А второй бой такого не было уже. А второй бой уже уверен? Да, уверен. Наоборот, вот этот кайф чувствует ритм. Еще бы хотел выступить тут в Якутске? Да, хотел бы, почему нет. И вообще вот каждому спортсмену хотелось поболтать, ощутить это. Главный бой вечера именно. Профессиональный боксер Дарга. Каждому профессиональному боксеру хочется именно главный бой вечера выступить. В этих обоих боях в Якутске за титул уже были бои чемпиона России, да? Не в обоих. Вот во втором бою? Да, в крайнем бою, да. Угу. И в крайнем бою ты выходил против Ахмедова, если не ошибаюсь, 4-0 у парня было или 5-0, да? 5-0. 5-0, непобежденный боец, сильный очень. Ты тоже непобежденный боец. И каково это было выйти? Ну, как ты настраивался? Мы с ним знакомы были со сборной. А, он в сборной тоже был? Он всегда в сборной был. Даже вместе жили на сборах перед Олимпиадой. Рио и Сочига бирголар там на объем сбора. То, конечно, когда у боксеров графа 0, они морально другие. Потому что, ну, когда катерах понеден, нолик так было. Матчмейкерам тоже это, ну, им невыгодно вот такие бои. Сводить на ранней стадии, да? Не, им невыгодно вот эти незрелищные бои именно проводить. Это же федерация бокса тоже делает. Потому что зачем он этого боевого тахан хаир тахан? Им тоже, они же тоже это смотрят. Тем зрелищнее бы. У него 0, у меня 0. И после этого боя кто-то же должен всем проиграть. Спорт будет на кемерка их так, кемерка их так. До этого боя в любителях вы с ним встречались? Нет. Он 60 килограмм выступал, я 64 это. А сейчас он поднялся, да? Нет, по любителям я 61-200 выступаю. А, сейчас ты в 61, я запутался. Да. А у тебя был страх потерять нолик? Или такого вообще не было? Конечно. Тебе нолик вообще страх дает или потерять его? Или наоборот мотивацию сильную? Конечно, тох бирер был. Любой тох джорнимен был батахпан мен. Браних. Конечно. Рекорд блин, ну хаятан. С каждым рекордом ценник твой растет, подле. Она какая-то на всю жизнь халала бы эти бокс-река. Расскажи про сам бой. Я, если честно, вот не смотрел этот бой последний. Говорят, был упорный бой, но ты забрал его, ну, уверенно, можно сказать, но упорный бой был, говорят. Расскажи, как бой проходил. Конечно, соперник же не подарок, подле. Международник, я международник. На уровне это. Вот Андрей Владимирович Ивичук Барбубас, Барбола Натывар, Хаятах пути. А он в углу был, да? Конечно, в углу бар это. Он юритайстах пути. Бой он хаскиная кара. А, изучали конкретно? Да, это же был профессиональный бокс. Да. За несколько месяцев кара. А в любительской карьере вы изучали, ну, сам изучал соперников-то или не особо? Ютубка, да. Изучал, да? Да. Именно чемпионат России Тахаргар, Карон, четвертьфинал, полуфинал, Гарни Тахаргар. Это там же все одни и те же лица.
У тебя 50% боев заканчивается досрочно. Считаешь ли ты себя панчером? Или как охарактеризуешь свой стиль? Я стараюсь бои зрелищно показывать, потому что анысы бойга нырыларын курдук эме. Зрелищнах боллахына ныр батырейгин. На удардах боллахына в любом случае у тебя есть шанс. Тогда крутой ол, чемпион мира был бы ты не. Ну это караутомнук настроида. Россия даны барарга эме. Дуйтахны бидерек бирехтере денте. Ну ты верх алалайды. На кого из боксеров ты можешь сказать, ну из таких легендарных, похож твой стиль? Похож те. Мгм. Да, мен аны хаяваппын. Мен хаяхпын барын. Ну то хаяхпын барын было, да. Я хочу быть именно индивидуальным, да. Изюминка нужна какая-то именно в профбокса. Потому что таких, как ты, миллионами было. Он чем-то выделиться надо. Но сейчас, конечно, выделился баскетбол. Хахалартан. Мгм. Но на бойдырым зрелищныйдар бітті. Дүйтүлерде. Конечно. Это людям нравится, публике. Ну, параней хана. Какие у тебя кумиры в боксе? Кумиры де. Мгм. Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд. Вот эти два мне нравятся. Андре Уорд. Как они боксируют. Не дерутся, а бокс именно. А ты смотрел Артур Бетербиев? Да, Дмитрий смотрел. Билл? Да, смотрел. Как тебе эти противостояния? Ну, конечно, это же великие люди были. Тем более, он из России. Два великих на мировом боксе. Какой тебе прогноз на следующий их бой? Я вот, честно, прогноз, не прогноз, вот, потому что я сам профессиональный боксер и знаю, какой это. Прогноз, не прогноз, это бокс, его величество бокс. Вильбакин, ты не знаешь, что тебя ждет на каждом сантиметре в ринге. Ну, это его величество бокс. Самое тяжелое испытание за твою карьеру было ли такое? Испытание? То вот в 19 году это вот. Когда переходил в профи? Да, вот когда приехал сюда, на года 2 назад или 3 назад это на съемной квартире Пенофолгу Тверд в однокомнатной квартире. Ну, дочь была 2 года, ей было 1,5 это. Был пасканга как бы. Ту яхтах был, все через это проходят, все бойцы через это проходят. Не я первый, не я последний. А следишь ли ты за смешанными боевыми единоборствами? Честно, На ММА нет, да? Нет. А я вот вчера видел, ты там на кик ходил Да, вот. с Михаилом Ивановым. Да. Да. Стараюсь развиваться всесторонне сейчас. Но сейчас от бокса отдыхаю. Мгм. Времени есть, поэтому. Чисто так, да? Да, на вольную борьбу. А, тоже Да, ходил? да. Только их всесторонне пытаюсь развиваться. Возможно, в одном? потом тебя увидим в ММА. Нет, Нет. Не интересно вообще. не интересно мне. Кстати, а кто ведет твои дела? У тебя есть менеджер? Менеджер это вот в профессиональном боксе, где тох бои кордир, именно бойцов. А кто ведет, это промоутерские компании. Не, я свободный агент. Свободный агент. Конечно, на бои подписывался, но и были предложения RCC, там, на бои, там. В RCC ты? Да, Ну, в Газголдере, Газфайт. Круто. Оно тохпа, баста, кенете, Газфайт. Мгм. То тоже, если ты подписываешь контракт, там условия есть. А ты не хочешь на Нет. долгий контракт? Да, там условия. Я хочу как я хочу хаихтах было. Там выбора тебе не дают, если ты подписываешь. Ну, я Конечно, понял. там зарплата, все будет, четко гонорары там, но у тебя выбора не будет. Например, если предложение за океан придет, ты не можешь покинуть эту организацию, да? Да, Мгм. да, он это. И ты сейчас именно выбираешь бои одиночные, верно? На один бой хаивна, свободные гены. Ну, у меня и рекорд, все, 8-0.
только начало было, можно сказать, да, для профессионалов, но тоже чревато последствиями, блядь, про-боксе. Травма опасна, а головы запасной мы не имеем. Есть ли сейчас предложение выступить? Баллар? Баллар, да? Да, потому что рекорд и титул есть. Нургальбатар. А когда мы узнаем, когда следующий бой будет? Пока не хочу. Кто сыт, тот гибнет. Сыт именно искинен тот. Голодный улатрынриктар морально. Они за себя, за свою семью все отдадут, чтобы, ну, вот он благополучие себе, ну, бытовухаларын улучшай доллар. Алейнук. Желание барлы была на бидреке всем. Пока отдыхаешь? Да, отдыхаю. Ну и тохпа, головы запасной нету. То есть сильно урон получаешь. Но визу, но на тратав там 2 года. В Америку? Да, в Америку. А в Европу есть, да? В Европу, в Шенгенде, бара. А где? В Европе ты можешь спокойно выступать. Ну, в Англии, Британии мне это предложения были. Были? Были. А что не выступил? Там условия лары, как под джорнимена тебя делают. Там же еще говорят, много заслуживает, да? Ну, конечно, За ты свои- же иностранец, эмигрант колян, да. Местная публика там любит, чтобы возвышали местных звезд. Да, Это в да, любом да. спорт. В любом Британии месте. особенно так говорят. Да, что Британия там, конечно, там платят, там условия там. Но много вот бойцов соглашаются из России. Хотелар төлөлөр еще бы, Мгм. барлар. Да, я условия посмотрел. Под джорнимена хаятылар-то. Конечно, там крутые, там, да, Ник Бейл, там вот эти вот. Где я, ну, да, и где он, где, в каких условиях он тренируется, да. Но это бокс, все равно. В любом случае, удар палах шанстах. Ким Волна. А насчет визы вот в Америку? Да, Что? 2 года он отрахатал там. Все деньги на ветер был на тахута. Будешь дальше продолжать? Нет, Пока уже не да? буду. Ну, сейчас мне 30, что. Я осознаю, что если даже визу получу, да, мне уже 31 там, да, в течение года, да, прилетаю туда как статус эмигранта. Именно Мекка профессионального бокса была она. Таких, как ты, голодных, миллионами там. Мексиканцы, афроамериканцы. Вообще энергой бахтарба. Она залган, как хысаджалар была. Мгм. Возьми меня, как и здесь, в России, ну, профтер. Значит, раньше была мечта уехать Да. за океан, Да. выступать там? Возраст как раз 28, туда тебе думал, вот к 30 годам уже как дремет. Хаях ты это Олахпанупа. Спецоперация вот там. Не я первый, не я последний был. Твои гонорары за бои, насколько они высокие? Можно ли раскрывать детали этого? С каждым разом ценник растет, гонорар дрын, ватерлар, соответственно, аппетиты. А кто поддерживает для тебя? Есть ли спонсора? Или... Да, Агам Чугас Джандара. Он Евгений Николаевич. Григорий? Да. Мэр города. Я вот видел у вас много фотографий постоянно. С самого начала вот становления карьеры. Для меня он старший брат. И по сей день в становлении моей спортивной карьеры и личности. А вы с ним как знакомы были? Ну вот в 19 году, вот как я приехал в спортзале. Вместе тренировались, Да, познакомились и Кроссфит, да. хорошо подружились, да? Да. И сейчас он поддерживает просто. Ну, это круто, когда мэр города поддерживает. Ну и отец Да. всеми способами. Ну и, соответственно, вот большой вклад он сделал в республику. Вот я стал первым профессиональным боксером, и после меня вон сколько тоже профессиональных боксеров стало. Это тоже большой вклад он сделал в развитие спорта республики. Давай перейдем к очень интересному для меня. Как проходит тренировочный процесс профессионального боксера? Во время подготовки боя и в то время, когда нет подготовки, например, сейчас. Ну, как межсезон, да, болар.
то есть я все равно держу себя в форме. То серединку держу, не даю расслабляться себе. Ну, сколько раз в неделю тренировки, да? И сколько в день? Это по времени, сейчас как свободное время барн жертвенул. А так на 3 этапа: объем, там физика, альбах. Ну, я не такой прям крутой спортсмен, чтобы мне оплатили там на Кавказка баран объем лалар там. Москва лалар спокойно, братан на бен. Ну, индивидуальный вид спорта булдай. Кирен тахсан бен хаихтахм булдай. Братан билян хаян. А то, когда подготовка к бою идет, например, подготовка. Ой, эти лагеря надо. Ты должен умереть прямо в зале, чтобы убивать на ринге. То эти залганнык Андрей Владимирович Кененнык. Он реально, потому что ты на 12 раундов готовишься, да? 15 раундов бы зарубал и на со смены партнера им была чённых. Ну как я этот зал попал тоже? Через всех проходишь, псов этих. Бянка дырдахана бидере. Давай, хайылы. То ставалар болаттар. Оннан битехертен бян жоннык болаттары берер кадир болан, короче. Ханы кальбит болаттар. Выходной день, воскресенье, да? Или... Выходной день, только один день? Один день он пролетает туда. Самый хороший день это вот суббота, вечер после тренировки, потому что ты осознаешь, что у тебя завтра выходной день. Морально чепчикива, Антон. Хасыньяру гутан, завтра уже на тренировку. Тренировка 2 раза в день, да? 2 раза в день. А с железом тоже работаете? Да. Утром бокс, вечером физика. Так каждый день, брат. Во вторник. А спарринги тоже с утра, да? Да, спарринги тоже с утра, в 11. А следишь ли ты за питанием? Да. Ну, во время подготовки это понятно, а вообще в межсезонье? То стараюсь. Прям не фанатею. То более интуитивно питаюсь, конечно. Хаивын. Калорий бынах папын межсезонье. То стараюсь более интуитивно питаться, да. Не расплываться, чтобы не с 20 килограмм начинать из гонку. Хотя бы с плюс 15 я делаю крутых. Антон, когда подготовка к бою, уже там диета, все, да? Да, калорий бын, бартын хайвын. Я в этой нутрициологии бартын билевин. Акада я. КБЖУ, да. КБЖУ день калории, белки, жиры, углеводы. Бартын почету хайвын. Все изучил? Все изучил, На своем опыте или когда учился еще там на физической культуре тоже изучал? Все через себя был, да. Это мой опыт, экспириенс был, да. А то фармакология, не? Хайюна, понимаешь? Фармакология, да, это темная сторона профессионального спорта. Мулай. Конкурентная способность, не конкурентное преимущество, конкурентная способность, да. Да, Альбах Волатер, блядь. Тоже в этой теме все знаю, от А до Я. Способы восстановления, барден. Разрешенную хаиг была, да? Конечно. Кстати, я видел, ты практикуешь вот заходить в холодную бочку, в холодную погоду, да? В воду холодную, то есть в бочку. Ледяные ванны. Да. Вот что это такое, откуда это? То вот я начал практиковать с прошлого года это. Сразу не начинал, конечно. Ванну набираешь холодную, чисто максимально холодную, и так 3-4-5 минут начинаешь, и так до 8 доходишь. Антон уже с каждым разом тоже аппетиты растут, льда начинаешь добавлять. Ну, боец Рымба, как они после тренировки. Именно там, на западе, Москва и Нолатар. Бочка турар боларына, Кирен Тахан. Ну, тело должно остывать, потому что ты нагрузки сильные, когда идет, тело начинает гореть, как будто у тебя. Надо остывать, спишь хорошо. Это способ восстановления. Ну, организм быстрее восстанавливается.
Я вот по себе чувствую 2,5-2 раза быстрее. Он утуером еще. Ага. Потому что улахан нагрузка кихи утуйбах палалар. ЦНС был вообще перед тренером. И все профессиональные вот эти спортсмены, все вот эти, у всех свои методики. На гвоздях стою, вот тоже практикой. Ты на гвоздях? Да. На гвоздях стою. То вот это вот ледяные ванны. На гвоздях как научился? Как научился? Да. То вот авария. Хаявта. Коренюремител. Первый раз сразу 40 минут рубил. Не страшно было? Мне как-то страшно на гвоздях. Не страшно. Сейчас я вообще прыгаю на них. А в бочку ты заходишь после бани? Или? Нет, не после бани. После тренировки. После тренировки диака, да? И потом, да? Да можешь и сразу после тренировки. А, да? Да. Своего рода закаливание было. Так кровоток в теле увеличивается. Ты после вот этой бочки красный выходишь просто. Эти нитьенкирымбар. Кровь, сердце начинает кровь гонять, потому что капилляры там, метаболизм, соответственно, тургатир, хаир. А как ты проводишь свободное время от спорта? Чем ты занимаешься? То вот стараюсь книги читать, знания получать, да? Не информация, а знаниями утрировать надо. Духовно развиваюсь. А какие книги читаешь? Сейчас вот Фридрих Ницше Агаджон. Так говорил Заратустра. Второй раз перечитываю. Первый раз по студенчеству, а потом улаганнык тагар кирбита. Что там туда, сверхчеловек там. Меня вот импонирует сверхчеловек один, потому что был огонь и воду аган был. Он там известность получаешь, он там медные трубы дембар, искушениялар уже. Адан голумбар, он на искушениялар балдажи. Не поддаваться, вот это вот не оно барате эти философская романга барате капстенер рычар. И кибятин тутунохтах, то кыехтаханма в первую очередь. Еще какие книги читаешь? Джон Кеха, да, «Квантовый воин», Агачун. Ты имеешь и бай. Бах книги на Агатым. Любишь, да, читать? Да, люблю. Но вот с детства Агаун Девапин. То вот недавно, вот в осознанном возрасте, да, наверное, как началось. Как вот профессиональным боксом начал заниматься, начал читать. Именно духовное развитие тоже для меня тоже важно это стало. Имбирь в любом случае один чангас полох надо, киели. Ты верующий? Верующий, ахлы тагаемба. И я магам юрити товар. Я благодарим ката. Вот он перед боями хаин, да? Августина. Конечно, самые суеверные люди это спортсмены дилербыт. Бартовар миха. Ну, хайда хаячи ты, например, перед боем. Не буду раскрывать это. Это личное, да? Лично. Хорошо. Чем еще занимаешься вообще? Стараюсь развиваться всесторонне. Что у меня нет другого там. Либо развития, либо деградации. Говорю, середины не бывает. Расскажешь о своей семье? Где вы живете сейчас? В Москве, в Якутске или где? В Москве жена с ребенком там, сейчас в Москве, да. То есть Манакаля Бараджот. Здесь живем, там живем. Там тренируешься когда, да? Да. Условия вот с годами появились. Джейланан Хаян. Уверенно себя чувствуешь. Четко. Да, на съемной хате Оларайра Вайраханта. С ребенком. Кухня гитарит. Каракаем энергичная вая. Энерджайзер. Вот я так кален. Карабратом бодибилдер. Бодибилдинга именно. У него генетика хорошая под этот вид спорта. Вологда. А ты сам любишь тренажером заниматься? Раньше что-то было, а сейчас нет. И придет, я думаю.
Джарктанаха надо для себя. А, кстати, а в Якутске где ты занимаешься? В Триумфе? В Триумфе, да? Мгм. Тренажерный зал, все там, да? Да, все, там все условия есть. Триумф бесплатно все предоставляет. Мгм. Якутский бриллиант, это имя ты выбрал сам себе или тебе дали фанаты? Ох по, этигим бербита, ринг анонсер, Загорский Дембар, самый Я известный. знаю, да. Он еще, это был 5-й бой, по-моему, в Москве, и он такой подошел ко мне, ну, поздоровался, такой, здравствуйте, Загорский был. Ну, Петр, как ты относишься к сглазу им там туда-сюда, идир? А я на бой разминкован, я там и не думаю, что там с глаз там. Ну, не, вообще никак, мне не до этого было. Я такой думаю, ладно. Ну ладно, девица, Антон, на ринг выхожу, он объявляет дилер, будто якутский бриллиант, это восходящая, думаю, вау, девица. Оно из тебя там, бою раз такой дур там, но то бойка не витенька не. Ағам күйренгелер біттен, үші бай ат берділер біттен. Он говорит, то имя дают атамакы. Джаннар Хайбирих тахта была. Тебе понравилось это? Конечно. Звучит, да? Да, самый ценный тох была, реликт. Не реликт, а драгоценность, да. Есть алмаз, да, камень, да. И бриллиант это уже обработанная, да, огранка на аспид. Какие планы в ближайшем будущем у тебя? Вообще по жизни и в спорте? То быт улучшать полами, да. Еще много чего мне предстоит поле. Ну и только начало для меня было становление личности для моей карьеры в жизни девушек. В плане спорта, ну, спорт это временно, надо осознавать. И здоровье надо сохранить. Например, травмам, там, суставы, связки, там, что-то там с органами, там. Нос, правда, ломал 7 раз, там, сделал. И сейчас у меня прямой он. Без вопросов. Ну и тох дуялы хэпа, дохана пробитый была. Ну и нейроны в головном мозге тоже, они не восстанавливаются же, есть улахан травма. Здоровье тоже надо сохранить. Запасной у нас нет. И в заключение, какая мечта у тебя в жизни, Петр? Мечта где? Ну, родителям помочь. Вклад именно, который они вложили в меня. Отблагодарить, на детей на ноги поставить, будущее им четкое сделать. Вот это моя мечта. Вот сейчас стало. Раньше не было такого. То с возрастом осознание калербоди. Конечно, года 2-3 назад чемпион мира был атых бараритина. Толкач надо. Это большие финансы нужны, прям миллионами. И там находиться, там с лучшими стоять в парах. Там, то здоровье надо, здоровье. Сейчас мне 30, я думаю. Например, вот Таджарктанонди. Они историю Капсиин, например, Хасаныр, Юнира и Хажоны пересказывают дилер. Ну, о чем-то же говорит это. Я не хочу быть таким. Спасибо, Петр, что пришел. Отличный подкаст получился. Побед тебе желаю. Чтобы мечты твои исполнялись. Родителям помогай. И детям здоровья, и чтобы все было хорошо. Все, ну и побед. Махтал.